В своем выступлении в ООН президент отметил, что Кыргызстан нацелен в первую очередь на реализацию судебно-правовой реформы и реорганизацию силовых структур. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государственное управление ориентировано на нужды каждого человека, обеспечение его прав, свобод и справедливости в обществе. Защиту прав граждан гарантирует нам наша Конституция, независимо от пола, расы, происхождения, имущественного и должностного положения. Все равны перед законом и судом. Что делать гражданину, если его права нарушены? В суд, к адвокату, в прокуратуру – это судебный путь. Но он также может защищать свои права внесудебно, не запрещенными законом способами. К примеру, организовать пикеты, митинги, может обратиться в СМИ, к депутату, в международные суды по правам человека. И можно обратиться к омбудсмену. В различных странах эта должность звучит по-разному. Народный защитник, публичный защитник, посредник. То есть название должности говорит само за себя. В Кыргызстане есть должности, о которых в определенных кругах вспоминают в определенных случаях. Одна из них и есть должность омбудсмена или акыкатчы. Всеобщее внимание этот институт притягивает к себе в период выборов на этот пост и немного, когда заслушивают отчет чиновника в парламенте. У нас к этому событию отношение особое. Для сравнения, выборы на пост председателя Верховного суда проходят куда спокойнее. Возможно, это происходит потому, что институт омбудсмена принадлежит в равной мере государству и гражданскому обществу. Он помогает людям, побуждая госорганы выполнять обязанности в отношении граждан, озвучивает ошибки и допущенное несправедливое отношение к человеку, которое осталось вне поля зрения иных правообеспечительных органов. Как известно, должность омбудсмена была введена в Швеции в 17 веке для контроля судебных чиновников. Компетенции омбудсмена были расширены после разгрома шведов под Полтавой. Тогда русские войска под командованием Петра I разбили шведскую армию Карла XII. Таков был итог Северной войны. Король Карл XII после этого несколько лет находился в Турции, а за время его отсутствия система управления в государстве пришла в упадок. Для наведения порядка среди чиновников и судей он учредил пост королевского омбудсмена юстиции, в обязанности которого входил надзор за деятельностью правительственных чиновников. А в 1809 году в Швеции ввели институт омбудсмена. Вот что пишет Википедия. Долгое время эта идея не принималась в других правовых системах, кроме шведской. Однако с течением времени пост омбудсмена был введен и в других странах Северной Европы. В 19 году в Финляндии, в 52 году в Норвегии, а годом позже в Дании. Первым неевропейским государством, которое ввел должность омбудсмена, стала Новая Зеландия в 62 году. Первой стороной социалистического блока стала Польша в 87 году. В настоящее время уже в 100 странах мира омбудсмены занимают свои должности. На неделе омбудсмена выбирали в Джорку Кенеши. Им стал Токон Мамытов, человек известный в стране. Как известно, в кандидатов на эту должность выдвигают фракции парламента, а избирается он путем общего голосования. Бербет Курманбекова расскажет о полномочиях омбудсмена и о том, чего ждут граждане от новоизбранного акыкатчы. Права и свободы граждан, взаимодействие власти с обществом, домашнее насилие, пытки в местах заключения, права детей и женщин. На выборах нового омбудсмена о правах людей в парламенте говорили долго и много. Депутаты активно интересовались задачами и планами кандидатов, а претенденты на высокую должность рассказали о своих программах. После долгих обсуждений депутаты сделали свой выбор, и новым омбудсменом страны стал Токон Мамытов. Кандидатуру Токона Мамытова поддержали 79 депутатов. 9 народных избранников проголосовали за Риту Карасартову. Бактыбаев набрал 6 голосов, а Канатбек Азиз – 19. Эти выборы главного правозащитника страны четвертые по счету. Сам институт омбудсмена в стране был образован в 2002 году. Должность омбудсмена с 2002 по 2008 годы занимал Турсунбай Бакир-Улу. С 2008 по 2013 годы главным правозащитником страны был Турсунбек Акун. С 2013 по 2015 годы институт омбудсмена возглавлял Бактыбек Аманбаев. С 2015 по 2018 годы Кубат Оторбаев.
Омбудсмен – это должностное лицо парламента, наблюдающее за законностью действий госорганов и соблюдением прав и свобод. Социальный институт выполняет также посредническую миссию между властью и гражданским обществом. Он оказывает помощь гражданам, побуждая различные госорганы выполнять свои обязанности. В отличие от других структур, он осуществляет контроль и ведет расследование с точки зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, добросовестности и справедливости. Однозначного здесь подхода нету. И нету эталона или образца, да, что это там лучший образец или не лучший образец. Каждый институт омбудсмена на своем опыте, методом проб и ошибок ищет наиболее оптимальную модель для конкретной ситуации, конкретного этапа развития, да, в обществе. Поэтому институт омбудсмена чем и хорош, тем, что существует большое разнообразие разных подходов и методов управления в сфере защиты и восстановления нарушенных прав человека и гражданина. Да? И омбудсмен не обязательно должен быть правозащитником или с опытом работы там, в сфере правозащиты. Да? Вот. А главное, чтобы он знал законодательство, чтобы знал систему управления страной, понимал сферу ответственности каждого министерства. Выявлено правонарушение, об этом надо рассказать и показать, что здесь вот нарушены права человека, такого-то, такого-то гражданина в такой-то сфере, в таком направлении. За годы существования института омбудсмена в стране он рассмотрел тысячи заявлений и жалоб. В основном они касались нарушений прав граждан при выделении земельных участков, оформлении документов на имущество, жалоб на действия или бездействие представителей местной власти и сотрудников правоохранительных органов. Однако каких-либо резонансных дел не было, отмечают эксперты. Реакция, она все это время существовала, более-менее отписки были, там сообщали о каких-то фактах в прокуратуру или в ГКНБ, то на упреждение аппарат омбудсмена не работал все эти годы. Нужно эту работу усиливать. Через что? Например, есть законы, которые имеют недостатки. Есть постановления правительства, которые мешают, например, соблюдать правам человека. Нужно вовремя сообщать о них в правительство или в Джугурку-Кенеш. Выделяются средства из государственного бюджета, есть донорская поддержка, есть хороший штат, представители во всех областях Кыргызстана, в Бишкеке, но результативности люди не ощущают. Омбудсмен должен вскрывать ошибки и недостатки государственной и судебной систем, быть справедливым и свободным, при этом не только защищать права определенных людей, но и предотвращать другие правонарушения. К примеру, новоизбранный омбудсмен намерен уделить особое внимание защите прав женщин и детей. Также в числе важных вопросов – пытки. Наиболее уязвимыми сейчас находятся это дети. Это их права. Это женщины и их права. Это лица с ограниченными возможностями. Это пенсионеры. И особенно права этих мигрантов, которые там проживают. Ведь и не только их права, но права их детей. Понимаете, это наиболее важное направление. Необходимо отстаивать права граждан, которые находятся в тюрьмах за рубежом, также считает Токон Мамытов. По его словам, количество граждан, которые отбывают срок в местах заключения других стран, более 10 тысяч. Ответственность омбудсмена большая. Он должен своевременно реагировать на нарушение прав и законных интересов граждан. Я думаю, это какая-то организация, которая помогает там, в каких-то случаях. Омбудсмен такой человек, который защищает права и свободы граждан. Также я думаю, что он должен быть мостом между госорганами и простыми людьми. В мировом масштабе это очень серьезная организация, где защищаются все права человека, все, что есть для человека. И вот как раз идет все оттуда. Нет. Знаете, чем этот орган занимается? Нет. Мы живем в цивилизованном обществе, где непосредственно каждый день мы встречаемся с данными проблемами. И нам нужно иметь ту инстанцию, которая будет защищать наши права. А его деятельность должна быть открытой и прозрачной. Правозащитник должен регулярно отчитываться о проделанной работе перед общественностью, считают граждане. Я думаю, ажиотаж вокруг омбудсмена у нас начинается только во время его выборов. В другое время люди почти ничего о проводимой им работе не знают и не слышат. Зачастую с его деятельностью знакомы лишь те, кто обращался к нему с какими-либо проблемами. Думаю, работа омбудсмена должна быть открытой, и люди должны знать, чем он занимается.
Для омбудсмена не существует внешних заранее заданных приоритетов. Он полагается на собственный опыт и демонстрирует саморегулирующие возможности гражданского общества. Сила института в том, что он заключает в себе социальную власть общества. Бирмет Курманбекова, Азамат Кадыр Токтоев, Общественный, Первый канал, итоги недели.